Сегодня есть некоторое огорчение в том, что далеко не все работы частные владельцы дали для сегодняшней экспозиции, потому что иконопись — это не коллекционирование, наверное, это отношение к Богу, к себе и к художнику. Я очень хотел бы пожелать вам, чтобы вы жили долго, чтобы вы творили на благо нашей республики, потому что таких мастеров у нас в республике нет, это уникальное творчество. Может быть, я громко скажу, но, вы знаете, почему нельзя сравнить вас с Андреем Рублевым? Я в течение лет нахожусь в этих рабских условиях. Я здесь заработал диагноз, понимаете, в этой мастерской. Никто обращался к властям, никому нет дела до этого, только все требуют: дайте денег, дайте денег. А что, не делает ремонт? Так, они делают каждый год. Так. Они его делают каждый год. Я пишу акты, значит, вот они сделали вот в этом году, да? Зимой течет моментально, все это все ерунда. И вот вызываем, пишутся акты. У меня их 12 штук. И вот сейчас начали ремонт, и вот видите, что получается. Вот это вот. Я, слава богу, успел спасти книги, по которым, наверное, 500 000 стоимость их, в принципе, номинальная стоимость. У нас нет никакого заказа, ничего. Вот это помещение, в котором мы работаем. Потому что и то берут у нас за аренду, как за фабрику, как за завод. Потому что у вас написано мастерская художника. Я вот написано творческая мастерская, не швейная, не обувная, а творческая. Я могу работу продать вам, могу нет. Вот как это получается все? Я буквально накапливается, выливаю, накапливается, выливаю. И так всю ночь. В одном месте капал, капает вообще везде теперь уже. Нет, не капает, льет. Страшная система. И вот книги, вот которые стоят книги. Вот книга 4000 рублей. Что из нее сделалось? Видите, вот у меня сердце кровью блядь. Вот тоже вот цены страшные. Вот это вот Ярославские иконописи, Благовещенский собор. Ну, понимаете, вот, ну полный бардак. Вот написано: не дает права вывоза предмета за границу. Понимаете, мои работы признаны национальным достоянием. У меня нет возможности их вывезти за рубеж. А работая в таких условиях, раб не может делать свободные вещи. Книга вышла. Иконописание России. Вот очень интересная вещь. Один наш ювелир приехал в Англию, в Лондон. Режет ракушки на просвет. Они красиво смотрятся. Но кому нужны, я не знаю. Кто-то, видимо, покупает. Ему дали почетный гражданин Лондона. Да? Я попал вот, иконописание России второй половины 20 века в эту книгу. В номинации «Новая иконография». Это вообще редчайший случай, вообще в принципе. Здесь две моих работы. Издание Академии художеств Санкт-Петербурга. Тут русские зарубежья, Франция, Италия, там, Канада, Штаты. И я один из провинций, да, один из провинций, а тут Санкт-Петербург и Москва. Один из провинций. И вот такое отношение, совершенно подлое. Либо ты будешь делать то, что мы хотим, я, наверное, так думаю, либо ты не будешь никем. Либо надо собирать манатки и дергать отсюда, либо власти неинтересны свободные люди. Цензура, так сказать, клериканская. Ну, это я уже, так сказать, не беру ее во внимание, раз я вышел за рамки. Дело, видите, в чем? Меня благословил патриарх Алексий II. Поэтому мне несколько проще, как бы не то, что не обращать внимания, а как бы слушать, но пропускать мимо себя, не впуская в душу, да? Вот. И поэтому, вот я говорю, люди приезжают вот из Питера, вот этот вот профессор, знаток иконописи, она приехала, она вообще обалдела, как это можно в провинции делать икону такого уровня. Я веду переписку с Парижским обществом иконы.
Вот от них пожелания мне можете почитать с наилучшими пожеланиями Парижского общества иконы, мадам Залесский. Там везде они понимают, что это уникально. Все, что я делаю, эксклюзивно, уникально. А им нужны тысячи маленьких икон Николы, там, я не знаю кого-то. Им, что это то же самое, что компьютером забивать гвозди, их устраивает. А то, что делают вот такие вещи эксклюзивные, никого не устраивает. И всех это коробит, ломает. Почему-то ты вдруг здесь, такой родился. Стыдно, до сих пор стыдно даже об этом говорить. А их это кого? Всех. Вот это вот кто чуть выше меня. В Сыктывкаре или в республике? В республике, конечно. Что в Сыктывкаре? Сейчас они взводят этими всеми пастями, как Стоглавного, Зевна и Ланя, как в летописи. Потому что он решился вдруг сказать, что он работает в невыносимых условиях. Вот, наверное, так. А тут такая хитрая вещь. Я сделал вот эту работу гораздо глубже по философскому плану. Ведь раньше не было понятия художник и философ не имели различия. Один показывает, а другой рассказывает. Это две разные вещи. И того называли философом. Вот эти вот авторские царские врата, они чем характерны, что вот вверху Соломон и Давид, святые пророки, они пророчествовали о Деве Марии, о Богородице. А меня заставили делать то, что уже факт о прошедшем времени. Как бы евангелист Лука, Матфей, Марк и Иоанн уже описали это событие. Я сделал второй вариант, я отправил в Воркуту. А вот эти гораздо, вот так наше все строится здесь. Причем в Пскове они уместны, в Пскове, в кафедральном соборе, там они стоят, точно такие же. Разрешите мне предоставить слово протоиерею Пафнутию искусствоведческого отдела нашей епархии, Бахмутинской и Сыктывкарской. А я добавлю, что мой духовник. Да. Но я считаю, что если о художнике не спорят, значит он попросту ничего не достиг. А Герман Сергеевич спорит у нас все, и не только в нашей республике, а во всей нашей стране многострадальной. И во всех иконописных мастерских его знают, и во всех городах его знают, где только прикасаются к церковному искусству, к иконе. У иконы своя жизнь, дорогие мои. Она, конечно, не может быть всегда представлена на выставке. Она должна жить в храме, она должна насыщаться молитвой и отдавать эту молитвенную благодать людям, которые приходят к ней за помощью. И это естественно. Я сам служу в храме и молюсь перед двумя образами, написанными рукой Германа Сергеевича. Считаю, что это большое для нас приобретение. Говорить о нем, как о человеке, сложно. Но ему, наверное, и самому сложно о себе говорить. Разве это бывает легко? Потому что он видит то, что скрыто от многих из нас. Иконография – это боговидение, прямым текстом, можно так сказать, об этом искусстве. И тут я, как священник, даже не дерзаю вторгаться в то, что открыто иконописцу. Я могу только дать ему благословение. Пусть трудится, пусть ищет, и пусть передает то, что открыто его взору. Бог помощь. Спасибо, Герман Сергеевич. Спасибо вам большое. А я вчера видел, Коля, я помню, вчера сказал, я терпеть не могу эти театры, да? И вчера видел такой спектакль, я не мог оторваться. Удивительнейший спектакль, удивительнейший. Там прозвучала такая фраза очень интересная.
Бернарда Шоу. Он говорил, что в аду можно встретить приятного собеседника и с ним поговорить. Значит, я в раю. Улавливаешь иронию, да? Нет, молчи. Колька, ну что ты вот ерундой занимаешься? Вы все боевые? Нет, сейчас подойду. А, вы самые резвые? Да, не ориентир. Молодцы. Это откуда? Колледж искусств. А? Колледж искусств. Сейчас я работаю над иконой «Тайный вечер». Потому что, на мой взгляд, на протяжении 2000 лет «Тайный вечер» никто практически не создал. Это я заявляю нагло, так как я уже чего-то в этом плане сделал, потому что «Тайный вечер» — это вещь такая сакральная, там, где Иисус Христос впервые открылся своим ученикам, кто он, чего. Исследую тему предательства, если так скажем, да? Это опять же тема 12 апостолов, да? Это «Тайный вечер». Тайный вечер. Вот в чем дело. Ксюшка, дайте вот Иуду, да? Законопослушный гражданин. Он откликнулся на призыв Синедриона, чтобы тот сказал, если кто знает, где находится Иисус Христос, передайте его нам. Передайте. Не передать, а передать. Парадидомай с греческого. Вот. И он откликнулся. Хотя они все потенциальные предатели. И вот он взял и пошел предавать в ужасе, потому что он еще мог, вот видишь, тут раскрытые врата, он еще мог туда вернуться, покаяться перед ним. Но он пошел, уже вот сатана его тащит. А у сатаны тоже крылья? А как же? Это же ангел. Да. Самый сильный ангел, Люцифер, ангел света. И вот. И видишь, уже вон там Голгофа вламывается в эти события, как живой организм, на котором и крест скоро сядет сюда, понимаешь? Вот это такая вот ситуация. И вот он стал предателем, законопослушный гражданин. Если вот сейчас мне скажет власть, если вы увидите, где находится к стене, передайте вот туда.
Я просто позвонил, сказал, вот она находится у меня, но я вам ее не передам. Да, я буду кто? Я, наверное, буду хороший. А вот офицер Петроний, римский центурион, ну, по-нашему где-то полковник, а потом этот же Рим, он присяжный офицер, он давал присягу Риму. В его служении клятву давал. И он стал клятвым преступником. И вот он вот рукой показывает, действительно это человек богов, сын богов. Ну, в то время уж не был богом, он же был язычником. И вот он, предатель, стал святым. Он потом принял крещение, стал Лонгин. И так называется, сотник Лонгин. Или Лонгин, пусть ты знаешь. Вот понимаешь, вот два предательства. Вернее, два вида. Как этот законопослушный гражданин стал предателем. А тот предатель стал святым. Вот где вот тут вот это? Вот я вот это вот и попытаюсь. А пусть люди сами ответят. Вот иногда очень сложно принять решение. Поэтому я никого не слушаю, я делаю так, как я делаю. А пусть меня судят потом уже не мои поступки, а мои дела. Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: Не я ли, Господи? При сем Иуда, предающий его, сказал: Не я ли, Рави? Иисус говорит ему: Ты сказал. Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее. Петр сказал ему в ответ: Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Говорит ему Петр: Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобное говорили и все ученики. Ты как проявляешь? Вон, видишь, как будто умытые. Естественно, такой получается, чистый какой-то. Богородице Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко Спаса родила Иси душ наших. Рука Иисуса Христа разрезает тьму. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же,
воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон». И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Ну, эта икона называется «Заступница». Ну, и так ее зовут еще Ходатайница. Она как бы является посредником между народом и Господом Иисусом Христом. Вот мне хотелось, чтобы ангел вот, соединял небесное и земное. Вот крыльями он так соединяет здесь. Как-то уже в процессе, как бы, молитвы уже в процессе доставки, если можно так современным языком сказать. Ну, икону объяснять это самое пошлое дело, надо просто ее видеть и молиться ей. Вот и все. Прекрати ты, ну Колька, ты, блин, змей. Ты сейчас не то делаешь. Интересно не вот это, а вот сама доска. Вот какая она интересная. Сколько здесь икон написано. Ты видишь, сколько кисти у тебя? Ну хватит ты это и вот заниматься этой ерундой. Ну совершенно не к месту и не так. Смею предположить, что мы все присутствуем сегодня при очень значительном событии в художественной жизни города Сыктывкара и Республики Коми, поскольку это первая выставка современной иконы в Республике Коми. И это первая персональная выставка художника Германа Сергеевича Танкова. Как это ни парадоксально звучит, 20 лет отданы искусству иконописания. Конечно же, за эти годы создано очень и очень много. Но, увы, такова судьба иконописца, что все, что сделано им, ему не принадлежит. И многие иконы украшают сегодня учреждения республики, храмы, частные собрания. И собрать все это вместе, показать, наверное, практически нереально. Хотя, если бы можно было, то это получилась бы очень большая интересная выставка. Герман Сергеевич начинал писать иконы в тот период, когда в России возрождалось православие, интерес к иконописи, иконописание как таковое. Самые свои, наверное, лучшие работы, этапные, классические, которые вошли в монографические исследования и даже в учебные пособия, были созданы в те годы, когда республика отмечала 600-летие со дня Успения святителя Степана Пермского. Некоторые из них присутствуют на этой выставке, вы можете увидеть. Сегодня иконописец работает уже совершенно в другом направлении. Его новые поиски удивляют и, конечно же, заставляют задуматься над тем, каким будет дальнейшая эволюция творчества художника. Герман Сергеевич художник ведущий, его можно назвать, да, действительно ведущий, и осмелюсь предположить, что он единственный иконописец, работающий в традициях древнерусской и византийской иконы. Ну, еще повторяю, в церковь как институт я не верю вообще. В их людей, блин, нет. Жестко, наверное, сказано, но я к этому пришел. В Бога верю. В Троицу единственную, больше ничего не верю. Потому что, ну как это вот, ну кто еще мог такую прелесть создать, как землю, как женщину, как человека, в конце концов, только Господь, конечно. А у женщин особенно. 10 лет назад я пытался сделать обнаженку, потому что уж больно была хороша натура. Очень была идеальная натура просто, ну, прелесть. Как вот, наверное, как Бог сотворил. Красивая фигура была очень. Сделал 2 наброска таких серьезных.
И во время работы прилетели 2 голубя, и не успела я даже их убрать, как они взяли и нагадили мне прямо на самые. Мало того, если бы она бы лежала хотя бы вот тут, я понимаю, а она стояла, вот, как они умудрились на нее нагадить-то? Что это был знак или чего такое? А залетели они во что, куда? Вот был открыт балкон, никогда в жизни не залетали, и после этого не залетали. А вот я и думаю, а ведь голубь-то символ Святого Духа, может быть, предупреждение какое-то или что? Знак? Знак, да. Молодец, не делом занимаешься. Раз патриарх тебя осветил на написании иконы, вот и пиши иконы. И никаких голубых да, мотор. да. Время жалей свое, время неумолимо, но вперед, вперед, вперед. Да. Герман, а что это у тебя за новая книга? Тут и надпись «Дорогой Герман, с уважением и надеждой когда-то увидеть ваши работы своими глазами. Витхамар». Эта книга как бы вводит читателей в мир иконы, вот в понимании иконы. Тут разъясняется, что такое икона, прочее, вот в чем дело. А иконы какие сюда вошли? Сюда вошли вот Византия, потом наши древние, в общем, вся гордость и иконы. Что есть самое лучшее, так я думаю. Современные. А современных нет ни одного, кроме вот тебя. Да. Ну, это не говорит о каком-то достоинстве. Просто она, видимо, нашла в моих иконах то, что ей было необходимо. Всего лишь. А кто это автор этой книги? Автор-то Аника Витхамар. Это живет в Дании, она философ, занимается нашей проблематикой иконописной. Герман, поясните мне, пожалуйста, вот тут есть икона Юревич, Северная Калифорния, США. Это там писали ее, да? Да. Интересно. Я тебе говорю, книга-то, попасть в эти аналы, это почетно каждому художнику. Это очень здорово. Мы многое из книжек узнаем, а истины передают из уст. На пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо. Ты что делаешь? Колька, ты перестань меня внезапностью брать. Время жалей свое, время неумолимо, но вперед, вперед, вперед. Да, Колька, хватит, не мучай меня больше.
начале 90-х годов у нас вот эту роспись сделал сыктывкарский художник Герман Сергеевич Танков. Герман Сергеевич закончил Палехское училище, и поэтому стены в таких нежных розовых пастельных тонах. Здесь изображены сюжеты из истории Древней Руси. Роспись свою он посвятил своей дочери Елене. И у нас вот здесь на стене написано, что в лето 7498 года от сотворения мира, надеясь от Бога милость получить, написал роспись сию Танков Герман, посвятив сей труд дочери своей Елене. А кто смотрит роспись сию, помяни меня. Эта роспись для нас является уникальной. Другой такой росписи у нас по Республике Коми нет. Мы ее очень бережем и благодарны, что вот такой большой труд когда-то Герман Сергеевич у нас сделал в библиотеке.